понять не могли, что он не понимал, не осознавал, где он лежит. Понимаете? И он только тогда сказал, когда уже начал речь своей говорить, и когда эту капсулу принял. Он тогда только осознал, где он лежит, в каком помещении и почему. Он, оказывается, видел меня и думал, что он дома лежит. И дети приходят, спасибо, вот моя вторая дочка, она мне помогала, как ее отца своего выходить, и мы через день 24 часа в сутки дежурили. И она потом шла на работу еще, и, короче, по истечении 2 месяцев она мне говорит, мама, я, говорит, дальше, говорит, не смогу, наверное, одна ты сможешь или нет за папой ухаживать. Дело в том, что у меня работа вся стоит. Я, говорит, как говорится, устала. Но у меня, говорит, есть, говорит, вот капсула, мне, говорит, на работе дали. Давай, говорит, мама, говорит, попробуем, говорит, папе дать. Вдруг, говорит, поможет. Это, говорит, еда, это питание для мозгов. Вот 3 слова, для мозгов. Но я говорю, ну, поговори с папой, если, говорю, он урок тебя откроет, то, пожалуйста, давай, нам делать нечего. Мы уже 2 месяца лежим, и конца края нет, когда он встанет, когда он... И он за неделю до этого, вы представляете, вот кушал через трубку, это жидкую еду. И он дошел, у него кожа до кости были, скелет, короче. А тут, вот, как я, смотря вот на страдания своего мужа, я решила, думаю, пусть-то. Я почему вот впереди рассказала, что сетевых компаний изучала, да, и все равно, оказывается, наш ум очень действует. Я раньше до этого не соглашалась какие-нибудь вот эти сетевые компании давать. По идее, это можно было помочь больному своему. Я не давала нарушить, потому что я боялась что-то сегодня. Думаю, не дай Бог, я его убью еще этим как-то. И мы слушаем врачей. Что врач скажет? Нам же тоже так же говоришь. Если врач мне посоветует, я приму. Если нет, то я не приму. Я тоже так же делаю, хотя все осознавала. Ну и дочка у меня начала давать, говорит, 1/8 стали. И вы знаете, через неделю мы заметили, а мне показалось, что это на завтра. Через пару дней, это прямо быстро. И у нас папа получился, что он лежал же, его на койке водили на гемодиализ, на его аппарат, лежачего больного, таскали. Поэтому нас не выписывали в больницу. А по идее больница